Здравствуйте, дорогие студенты! Поздравляю с успешной сдачей первого модуля. Добро пожаловать на урок русского языка. Прошу вас сконцентрировать свое внимание на урок. Прошу вас открыть тетради, написать дату и тему сегодняшнего практического занятия. А теперь прочитаем план урока. Первое. Речевая разминка, словарная работа. Второе. Систематизация изученных навыков с целеполаганием к новой теме. Третье. Изучение новой темы. Четвертое. Закрепление темы. И пятое. Домашнее задание. А целью урока является ознакомление обучающихся студентов с грамматическими признаками причастия. Также задачами урока являются образовательные. Познакомимся с причастиями и важнейшими признаками этой языковой категории. Научимся отличать причастия от слов других частей речи. Повторим грамматические признаки глагола и прилагательного. Задачи воспитательные включают: первое. Воспитание навыка самостоятельной работы при изучении новой части речи. Развитие интереса к изучению русского языка. Развивающими целями являются составление связного устного рассказа на лексическую тему и обогащение синтаксического строя речи обучающихся путем использования причастий. Ожидаемые результаты. После изучения сегодняшнего урока вы сможете легко распознавать причастия с определением их грамматических признаков, употреблять причастие в роли второстепенных членов предложения и реализовывать изученные навыки путем взаимовыручки, взаимотоварищества, взаимооценивания, актуализируя методы профессиональных качеств, коллективизации, межкультурной коммуникации для получения необходимых знаний. Дорогие студенты, в начале урока я предлагаю вам сделать речевую разминку, то есть мы с вами сегодня посетим канцелярию официальных документов института. Так как вы достигли возраста, чтобы осознавать важность документов, их значение, роль в нашей жизни и свою ответственность при составлении, заполнении различных документов по мере необходимости, я вам предлагаю и предупреждаю, что вам следует запомнить. Следует запомнить, что приказы главнокомандующих президентов, министерств, вышестоящих руководителей никогда не обсуждаются. И прошу вас проверить свои знания, выполнив задание слова речевой разминки. Какие приведенные ниже документы вам знакомы? Расскажите их предназначение. А теперь перейдем к словарной работе. Внимательно прочитаем задание к словарной работе. Составьте предложение, выберите соответствующее слово из скобок и согласуйте части предложения по смыслу в тетрадях. Как мы все знаем, что вода является источником жизни, внимательно прочитаем вопросы и ответы. Что такое родник? Родник – это водный источник, текущий из глубины земли. Какой может быть родник? Родник может быть горный, лесной, наполняющийся, глубокий, холодный, утоляющий, бьющий. Какое из перечисленных прилагательных обозначает признак по месту нахождения? По месту нахождения относится роднику лесной, горный. Какое прилагательное обозначает признак по размеру родника? По размеру родника относится прилагательное «глубокий родник». Какое прилагательное обозначает признак по ощущению родника? Ощущение родника, как мы знаем, бывает холодным, в некоторых местах горячим. Назовите слова из справки, которые выражают признак предмета по действию. Утоляющий,
бьющий, наполняющийся. Вот эти признаки, утоляющий, бьющий, наполняющийся, не относятся к прилагательному, но отвечают на те же вопросы, как и у прилагательных. Родник какой? Утоляющий. Какой? Бьющий, наполняющийся. А значит, слова эти выражают признак предмета по действию, то они являются особой формой глагола и называются причастием. А теперь перейдем к выполнению задания номер 1. Внимательно прочитайте загадку, устно перечислите главные и второстепенные члены предложения. Выпишите из текста местоимения, укажите их разряд. Мама – прилагательное, папа – сам глагол. Их сыночек родненький, в них двоих пошел. Мамины вопросики сынок всем задает, признаки по действию предметам раздает. Этому ребенку с рождения повезло, как мама он имеет род падеж число, время он имеет, как родной отец, имя отгадаешь, будешь молодец. Итак, мы с вами узнали, что причастие как часть речи и как особая форма глагола обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие, что делающий, что делавший, что сделавший. Также причастие совмещает в себе признаки глагола и прилагательного. Например, какой – сверкавший, какая – плачущая девочка, какое солнце – палящее солнце, какие блестки – переливающиеся блестки. Грамматические признаки причастия. Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. Изменяется по числам, падежам и только в единственном числе по родам. В предложениях причастия бывают определениями, реже сказуемыми. Действительные причастия обозначают признак, который возник в результате действия самого предмета. Страдательные причастия обозначают признак, который возник у предмета под воздействием другого предмета. Причастия, образованные от прилагательных, имеют род, число, падеж, а причастия, образованные от глагола, имеют возвратность, время, которое включает настоящее время и прошедшее время, а также вид, совершенный вид и несовершенный вид. Для того, чтобы запомнить причастия действительные и страдательные, также совершенный вид и несовершенный вид, в каких случаях бывают, обратите внимание на следующие картинки. Футболист, пинающий мяч. Группа отжимающихся студентов. Так как футболист пинает мяч сам, а группа сами отжимаются, то есть студенты сами отжимаются, то эти причастия пинающий и отжимающихся являются действительными причастиями несовершенного вида, так как они еще не завершили свои действия. В третьей картинке мы видим повторяющие дети за учителем. Повторяющие дети. Причастие. Какие дети? Повторяющие. Являются страдательным причастием, потому что дети не сами выполняют приседания, они повторяют приседания у своего учителя. Поэтому повторяющие являются страдательным причастием несовершенного вида. Занимающиеся спортом студенты. Занимающиеся являются действительным причастием несовершенного вида, потому что они не закончили свои занятия. Травмированный футболист. Так как травму футболист получил от другого лица, то причастие травмированный является страдательным причастием совершенного вида. Нападающий боксер. Боксер нападает сам, поэтому
Причастие нападающей является действительным причастием несовершенного вида. В следующих картинках мы видим, как спортсмены на приеме у врачей, то есть проходят медицинское обследование. Обследуемые врачами спортсмены. Является причастие обследуемые страдательным причастием несовершенного вида. Спортсмен, проходящий диспансерный осмотр. Так как спортсмен сам проходит осмотр врачей, то причастие проходящий является действительным причастием несовершенного вида. Радостные спортсмены, прошедшие медицинский осмотр. Причастие прошедшие являются действительным причастием совершенного вида, потому что они уже прошли медицинский осмотр. И всем нам нужно запомнить сложно сокращенное слово ЗОЖ. ЗОЖ – это здоровый образ жизни. Так какими же должны быть спортсмены? Спортсменам нужно иметь сильную волю, тренированное физическое тело, закаленный благоразумием воспитание, всесторонне образованный ум, патриотический дух, стремящееся сердце побеждать за честь и славу Родины, становясь кумирами соотечественников и внося вклад в процветание государства. Послушайте стихотворение, которое соответствует нашей теме. Во фразах еще принимает участие особая форма глагола «причастие». Быть может, оно очень вас удивит, но время имеет и двойственный вид. И если в грамматике быть аккуратным, причастие даже, быть может, возвратным. Ему, как и многим, не снится покой, а ответит всегда о предмете какой. Оно с прилагательным несколько схоже, меняет число, падежи порой тоже. Для связи по смыслу со своим существительным, по форме, значению бывает действительным. Но также быть следует очень внимательным, причастие может быть и сострадательным. От этого суффикс бывает иной, и многих ошибок причиной виной. Так много удивительных причастий есть действительных. Такое напряжение, какое там спряжение, льет пот со лба предательный, и вид мой весь страдательный. Сижу уже и глух, и нем, страдаю суффиксами «ем». Ведь надо же попасться им и написать, быть может, им. Перейдем к закреплению нашей темы. Внимательно читаем задание номер 2. Спешите, расставляя пропущенные буквы, обозначьте причастие совершенного вида буквой «С» и несовершенного вида буквой «Н». Задание номер 3. Спешите, расставляя пропущенные буквы, над действительными причастием напишите букву «Д», над страдательными букву «С». После выполнения задания проведем проверочную работу. На уроке мы много говорили о новой части речи причастии. А теперь проверим, как вы поняли то, о чем мы говорили. Выделите правильный ответ. А теперь, дорогие студенты, пришло время записать домашнее задание. Домашнее задание выполняете с грамматической работой по теме причастия и с тестовыми заданиями. Для выполнения домашнего задания обратите внимание на литературу, данную в начале урока. Также составьте кластер по причастию из 10 либо 12 пунктов. А также можете еще и составить синквейн. Дорогие студенты, для того, чтобы выполнять задания, нажимайте на паузу, либо сфотографируйте. И запомните, устно будем отвечать и обсуждать задания через Zoom, такие как кластер, синквейн и ваши ответы на контрольные вопросы. А вот письменные задания можете отправлять через WhatsApp.
После выполнения домашнего задания вы можете приступить к выполнению задания для самостоятельной работы студентов, которое включает название темы, литературу, примерные вопросы и как на них вы можете ответить, а также сроки сдачи, то есть дата, время сдачи самостоятельной работы студентов. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи.